Добрый день, уважаемые коллеги! Мы все соскучились по своим ученикам и стремимся поскорее начать работать. Поздравляю всех с началом нового учебного года. Желаю, чтобы этот год был для вас удачным, как с точки зрения профессиональной, так и с точки зрения здоровья, так и благополучия вас и ваших учеников, и доставил и вам, и вашим ученикам удовлетворение и радость. А если у нас появятся сложности и проблемы, то, как говорил товарищ Леопольд, неприятность эту мы переживем. Выбор темы нашего сообщения, коллеги, в значительной степени объясняется публичным обсуждением результатов ЕГЭ этого года. Да, выполнение работы действительно было осложнено неоднократным переносом сроков ЕГЭ и ситуацией, связанной с коронавирусом. Однако не это вызвало такое озлобленное обсуждение, особенно среди непрофессионалов и учащихся, большую растерянность даже учителей. Причины имеют более системный характер. На наш взгляд, это прежде всего недостаточное владение метапредметными навыками, неотработанные навыки выполнения практикоориентированных заданий, неумение работать в нестандартных ситуациях. И, как это ни прискорбно говорить, это неумение учащихся читать и анализировать текст, понимать прочитанный текст. Ну и, конечно, не последнее место занимает недостаточное владение учащимися фактическим материалом, как теоретическим, так и практическим. Конечно, это прежде всего недоработка родителей, учащихся, ну и какая-то доля вины падает на нас, на учителей. Какие приемы можно использовать для того, чтобы улучшить эту ситуацию? Какие приемы мы последовательно применяем в пособиях издательства «Легион»? Прежде всего, это понимание. И только через понимание основных приемов проведения химических расчетов и анализа текста. То есть я должен вначале понять принцип какого-либо действия, а только затем начинать отрабатывать навыки выполнения этого действия с высокой скоростью, которая позволяет добиться высоких результатов. Для достижения уровня понимания мы используем тренировочные тетради, вот они сейчас показаны. А уровня отработки навыков – тематические тесты базового и повышенного уровня и книжку заданий высокого уровня сложности, а также книжку ЕГЭ 30 тестов. Базовые знания, безусловно, должны изучаться по принципу от простого к сложному, и, безусловно, должно соблюдаться единообразие в объяснении, в логике объяснения фактического материала и методики выполнения заданий. Например, иллюстрирую эту мысль примером, следующим примером. Решение задач на материальный баланс, всех задач на материальный баланс, основано на хорошо известной нам всем формуле, что массовая доля равняется масса части разделить на массу всего и умножить на 100%. Эта формула и рисунки, которые поясняют и приводятся во многих наших пособиях, но понимание ее позволяет научиться решать не только задачи вопроса 27, но и все задачи на материальный баланс, а также, может быть, и многие какие-то еще другие задачи. Пока проиллюстрирую это на примере. Вот самый простой пример – приготовление раствора. Мы берем стаканчик, кусочек сахара, берем стаканчик с водой, с растворителем и высыпаем сахар в чашку и получаем раствор. Вот вы видите рисунок 3. Этот рисунок позволяет нам определить массу раствора, если мы знаем массовую долю сахара и массу вещества. Второй рисунок. Если мы добавим в раствор, вот вы видите, у нас стоит стаканчик с раствором, на дне лежит сахар, вверху находится вода, и мы добавляем туда кусочек сахара. Мы получаем раствор. И меня спрашивают, какова будет массовая доля сахара, какова будет массовая доля сахара в полученном растворе. По физическому смыслу, по картинке мы видим, что масса вещества будет складываться из массы вещества в первом растворе и массе добавленного раствора. И вот если я понимаю такие простенькие картинки, понимаю физический смысл, то решение задач на материальный баланс становится достаточно простым и легко выполнимым. Необходимо обязательно научиться структурировать текст и анализировать его. Например, вот то, что я сказал вам, к сожалению, дети не умеют читать. Например, в этом году настоящий шок вызвала задача 34.
Даже появился специальный термин «задачи на атомистику». Ну, за 60 лет работы изучения химии я в первый раз услышал в этом году, ну и хотелось бы больше, чтобы меня так сильно не пугали. На самом-то деле, вы как профессионалы понимаете, это были задачи, которые представляли собой комбинацию двух задач. Первая задача – задача на смеси двух веществ с похожими свойствами. Эта задача решается по жестко заданному алгоритму с помощью системы уравнений, и методика решения этих задач очень подробно описана у нас и в большом справочнике, и вот в тренинге. Вот вы видите, приводится пример такого решения. И вторая задача – это задача на материальный баланс, который тоже уже много лет используется в тестах ЕГЭ. Поэтому факт того, что дети не смогли в этом разобраться, говорит как раз о том, что они плохо владеют метапредметными навыками и плохо владеют, к сожалению, анализом текста. И не умеют, вот все тоже я повторяюсь, и не умеют справиться с нервами, то есть плохо мобилизуют себя для работы в нестандартной ситуации. Ну и, наконец, большое значение для успешной сдачи ЕГЭ имеет выполнение практикоориентированных заданий. Это вопросы 30, 31 и 32 в тестах ЕГЭ, а также частично задачка 34. Безусловно, идеальным вариантом было бы реальное выполнение соответствующих практических работ или лабораторных опытов по всему спектру проверяемых заданий. Однако в существующей ситуации это, вероятно, затруднительно. В качестве одного из способов облегчения ситуации можно проводить виртуальные лабораторные работы. В принципе, методика эта достаточно неплохо отработана. Как это делается? Прежде всего, учитель должен разобрать с учащимися содержание будущей лабораторной работы. То есть разобрать теорию, разобрать все уравнения реакции, какие должны быть. То есть разобрать теоретический материал. После этого необходимо показать выполнение опыта. Это может быть либо запись выполнения опыта учителем или одним из учеников, либо же запись найти выполнение показ этого опыта где-нибудь в интернете. Таких сайтов достаточно много, коллеги. После того, как дети посмотрели этот опыт, они должны ответить на вопросы, которые поставил учитель для выполнения этой работы. Преимущество такого способа, коллеги, то, что ребенок может неоднократно посмотреть признаки протекания различных химических реакций и неоднократно ответить на те вопросы, которые задавал учитель. Однако, если не все опыты мы можем провести в лабораторных условиях, особенно в условиях школы, поэтому в наших пособиях, в частности, в большом справочнике и в заданиях высокого уровня сложности, для помощи учащихся мы предлагаем серию приложений в конце книжки, в которых приводятся признаки протекания различных химических реакций и условия их осуществления. А при обсуждении выполнения задания 32 приводится подробное описание методики поиска решения. Поэтому, коллеги, я не буду останавливаться здесь на конкретных заданиях, на рассмотрении конкретных таблиц, так как это требует детального рассмотрения. Мы приглашаем вас на наши вебинары, на которых подробно будем разбирать эти вопросы и некоторые другие актуальные вопросы преподавания химии. А график проведения вебинаров размещен на сайте издательства. Ну и завершая это сообщение, хочу еще раз сказать. Нам кажется, что заставлять учащихся заучивать алгоритмы выполнения заданий, вот так, как об этом было неоднократно сказано в пене, которая сопровождала проведение ЕГЭ в этом году, без их понимания бессмысленно. Каждое задание должно пройти через сердце ученика, должно быть им понято. Тогда число запоминаемых алгоритмов и формул окажется совсем небольшим. Но реально, по химии мы должны знать 3 формулы для количества вещества, формулу для массовой доли, формулу для плотности и понятие пропорции. Ну и знать, неплохо владеть где-то 1,5-2 десятка уравнений реакции, которые являются базовыми, основополагающими, регулярно проверяющимися. Если учащиеся пропустят вот эти знания через сердце и примут их, и будут работать, то мы с вами получим удовольствие
а дети – радость от того, что добились желаемых ими результатов. Желаю вам всем удачи и благополучия.